Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан примет участие в фестивале тюркоязычной молодежи. Министр Великобритании по делам Европы посетит в Туркменистане музей ковра. Туркменские железные дороги возобновили продажу билетов в вагоны VIP-класса и другие новости. Представители туркменской молодежи примут участие в международном фестивале, организованном Министерством культуры и туризма Республики Узбекистан совместно с Тюрксой. Мероприятие состоится с 11 по 15 июля в городе Какан Ферганской области. Программа форума включает различные конкурсы, презентации, встречи, акции и проекты. Министр по делам Европы Лео Доерти посетит Таджикистан и Туркменистан для обсуждения вопросов дальнейшего развития сотрудничества Великобритании и стран Центральной Азии в области энергетической безопасности, климатического сотрудничества и укрепления торговых связей. На встрече Доерти с официальными лицами Туркменистана планируется обсуждение вопросов активизации усилий по борьбе с изменением климата в регионе. Он также намерен посетить музей туркменского ковра, где хранится самый большой в мире ковер ручной работы. Агентство «Туркмендемир Йоллары» возобновило рейсы на поездах с повышенным уровнем обслуживания. Продажа билетов для пассажирских вагонов класса VIP уже началась в кассах вокзала, а в скором времени билеты также можно будет приобрести на сайте railway.gov.tm. VIP-вагон предлагает для пассажиров ужин, безалкогольные напитки, чай, кофе. Пассажиры обеспечиваются одноразовыми полотенцами, постельным бельем высокого качества. Купе VIP-вагона рассчитано на проезд 4 человек. Помимо этого, к услугам пассажиров предлагается бесплатный доступ к мультимедийной развлекательной системе через Wi-Fi. Члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана представили свои товары на 20-й международной ярмарке выставки импортных товаров в Корее, которая проходила в Сеуле с 29 июня по 1 июля. В частности, в национальном павильоне Туркменистана были представлены туркменские ковры, экологически чистая текстильная продукция, различные виды хлопчатобумажных и шелковых тканей, одежда. На сцене Государственного драматического театра имени Амана Гульмамедова в новом городе Аркадак состоялся показ первого спектакля «Древо государственности» по пьесе народного писателя Туркменистана Говшутгельты Дангатарова. Сюжет постановки состоит из 5 частей, охватывающих разные периоды истории страны. В спектакле отдается дань глубокого уважения выдающимся личностям, оставившим заметный след в истории. Среди номинаций на «Оскар», возможно, появится новая категория для каскадеров. Инициатором учреждения награды за работу каскадеров выступил режиссер Джона Уика Чад Стахелски. Пока неизвестно, по каким критериям будут оценивать работу каскадерской команды, будет ли это лучший трюк, лучшая боевая хореография, лучшая работа команды или работа постановщика трюков. По словам Стахелски, осталось продумать детали, чтобы каскадерская номинация была учреждена. Канский Абдешата переиграл Мурас Юнайтед из Джалалабада в матче 15-го тура киргизской премьер-лиги. Встреча прошла в понедельник и завершилась со счетом 1-0. Автором единственного гола на 63-й минуте стал лучший бомбардир чемпионата Киргизстана по футболу прошлого сезона Эммануэль Ягар. Туркменский защитник Абдешаты Теймур Чарыев вышел на поле в стартовом составе и провел полноценный матч. Абдешата вышел на первое место в турнирной таблице КПЛ, имея в активе 30 набранных очков. Вторую строчку занимает Ошский Алай. В Алматы завершился ежегодный международный турнир по легкой атлетике, посвященный памяти знаменитого казахстанского олимпийца Гусмана Касанова. Данные соревнования являются одним из отборочных этапов квалификации на предстоящий чемпионат мира в 2023 году и Олимпийские игры 2024 года. Сборная Туркменистана завоевала на этом старте 1 золотую медаль. Отличился метатель молота Мерген Мамедов. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.